приветствовать вас по случаю 50-летия нашего Дворца детского творчества. Мы готовились к этому дню с любовью и ждали вас с волнением. Пока придумывали праздник, мы перелопали 100 тысяч пупырок и обгрызли 365 карандашей. Да, так волновались! Наш дворец весь дрожит от нетерпения. Его не унять. Он уже принарядился к празднику. Сегодня каждую минутку он выглядывал в окошке в ожидании вас, наших гостей. А все потому, что он знал, что мы его будем вам показывать со всех сторон. Он подсмотрел в сценарии слово «экскурсия» и как разволновался. Вы можете сказать, какая такая экскурсия? Мы видели дворец 100 тысяч раз. Но это будет необычная экскурсия, не через главный вход, а как бы изнутри, от сердца. Вот поэтому сегодня сердце нашего дворца стучит громче и чаще. Хотите послушать, как бьется сердце нашего большого доброго дома? Слышите? А дальше что? Мы включаем фонограмму «Стук сердца дворца». Ничего не написано. Нет, никакой фонограммы. Не будет сегодня все по-настоящему. И если приоткрыть дверцу в сердце, то все услышат и почувствуют. Ой, я, кажется, чувствую, как приоткрылась дверца в сердце нашего аппарата губернатора. Оттуда так и рвутся добрые слова. Так давайте же, пока они не расплескались, скорее пригласим первого заместителя губернатора. Олесю Андреевну Калинову! Дорогие друзья, поздравляю вас с 50-летием Дворца детского и юношеского творчества. Полувековая история ДДТ наполнена яркими событиями, творческими успехами. Дворец в столице Чукотки появился благодаря стараниям пионеров всей страны. Это стало символом единства и сплоченности. Здесь воспитывают юных талантов. Здесь каждый ребенок может открыть свои способности и найти единомышленников. Учат новому детей, опытные педагоги, наставники, помогают в этом современное оборудование и творческие программы. Мы гордимся тем, что здесь созданы все необходимые условия для всестороннего развития и креатива. Продолжайте радовать нас своими достижениями. Желаю вам новых побед и свершений. Добросовестный труд, значительный вклад в развитие образовательной отрасли Чукотского автономного округа в связи с 50-летием со дня образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь наградить работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь почетной грамотой губернатора Чукотского автономного округа награждается Гриценко Елена Сергеевна. Овчий Людмила Юрьевна! Благодарностью губернатора Чукотского автономного округа награждается Максименко Татьяна Львовна! Принимайте юбилейные подарки от Дворца детского творчества! Цветочный бум! Flowers everywhere.
flowers everywhere I go. Flowers in my bed and in my head and in my hair. Flowers catching in my pants and in my underwear. I see those flowers, they're in my head. Flowers, 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 flowers. I see those flowers, they're in my head. I see those flowers, they're in my head. Flowers everywhere I go, I see them. Flowers everywhere I go. Ой, простите, Татьяна Львовна, на проводе департамент физкультуры и спорта. Думаю, что же мы будем делать, что мы будем делать? Мы будем накрывать столы, мы будем готовиться. Что мы? Наталья Викторовна, не суетитесь, пожалуйста. Вы лучше не спросите, они с подарками. Алло, а вы с подарками? Говорят, что да? Тогда давайте приглашать скорее! Особенно приглашается председатель Думы Чукотского автономного округа Николай для них Анатолий! Дорогие друзья, знаете, я более 25 лет живу и работаю на Чукотке, и одно из моих первых воспоминаний — это вот этот зал. И этот дворец, на самом деле, хотя ему сейчас 50 лет, мне кажется, он только молодеет. Потому что здесь всегда есть дети, которым здесь весело, которым здесь тепло и уютно. И, это здорово, что у нас такой дворец есть на самом деле. Так что поздравляю с праздником. И хочу сказать, что, вы знаете, уже сегодня упомянули о том, как он строился. Мы все об этом на самом деле знаем. Но для себя освежил в памяти, оказалось, что в 1969 году, в феврале, пионеры и комсомольцы 533-й и 57-й школ Москвы опубликовали в газете «Пионерская правда» письмо с призывом начать вот эту самую операцию трудовую, всесоюзную пионерскую трудовую операцию «Чукотка». И через 5 лет дворец был построен. Строили его, кстати, тоже молодежь, комсомольские трудовые отряды, которые были сформированы на Колыме и Чукотке, металлоконструкции из Новосибирска, железобетонные конструкции из Братска, панно, изготовленные в Эстонии, и мозаичные, и, насколько я помню, еще из Белоруссии стеклянные витражи. То есть, на самом деле, действительно, вся страна и в виде соответствующих изделий, и металлолом, макулатура, лекарственные травы и так далее строили этот дворец. И еще раз скажу, здорово, что он у нас есть. Спасибо. Спасибо. Почетные грамоты Думы за многолетний добросовестный труд, преданность избранной профессии, высокий профессионализм и в связи с 50-летием Дворца детского и юношеского творчества городского округа Анады награждается Антоненко Наталья Викторовна. Благодарность Думы Чукотского автономного округа является Широкову Станиславу Викторовичу. Благодарность Думы объявляется Бойко Андрею Сергеевичу. Благодарность Думы объявляется Бойко Наталье Ивановне.
Мы не отпускаем всех этих без подарков. Принимайте наши поздравления. И на сцену приглашается начальник департамента физкультуры и спорта Тихомиров Евгений Анатольевич. Дорогие ребята, дорогие друзья, разрешите вас поздравить с вашим праздником, юбилеем. В 1974 году, так далеко, был образован первый кружок, когда еще Дом пионеров, а сейчас уже это уже целый дворец детского и юношеского творчества. Тысячи ребят прошли через этот дворец, и они, безусловно, нашли достойное место в своей жизни. И я уверен, что нынешние выпускники этого дворца также найдут достойное место в своей жизни и станут замечательными людьми. Как я уже сказал, что давно был создан дворец, и одним из первых кружков были спортивные. И, соответственно, в этот день я бы хотел бы наградить замечательный тренерский состав, который здесь сейчас работает. Итак, за добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня образования муниципального учреждения Дворца детского творчества благодарность объявляется Милевой Ольге Анатольевне. Благодарность объявляется Куликову Олегу Николаевичу. Почетную грамоту департамента физической культуры и спорта вручается Дворцовой Татьяне Николаевне. Почетная грамота вручается Федоренко Юрию Григорьевичу. Еще раз хочу сказать, что в этом году Чукотский автономный округ впервые принял участие в всероссийском этапе всероссийского конкурса ГТО «Путь к здоровью и успеху», где наш дворец детского и юношеского творчества был представлен от региона. И я хотел бы наградить Максименко Татьяну Львовну, которая благодаря которому ваш центр действительно стал лучшим в регионе. И хотел бы также сказать большое спасибо Милевой Ольге, да, которая у нас является руководителем структурного подразделения Центра тестирования ГТО, благодаря которой все, наверное, жители Анадыря прошли через этот центр и сдали эти нормативы. Итак, диплом вручается Дворцу детскому творчеству за первое место в региональном этапе всероссийского конкурса ГТО «Путь к здоровью и успеху». Подарки нашим гостям! Ну, давайте скорее приоткроем то, что давно хотели приоткрыть. Итак, это случилось всего один прекрасный праздничный день. Подсказывайте мне по сценарию, что там дальше? У двери нашего дворца была найдена прекрасная праздничная коробка. У двери нашего дворца была найдена прекрасная праздничная коробка. Ее открыли, а там прекрасная праздничная книга. А как насчет возрастных ограничений? Вдруг эта прекрасная праздничная книга не всем по возрасту? Вдруг дети не справятся? Полностью согласна, вдруг не справятся. Да и посмотрите, Кристина Андреевна еще не все странички загрунтовала-то. И нитки там торчат старана. Пусть Вера Васильевна подошьет. Куда торопиться? Девочки, ну вообще-то эти нитки из переплета, это наша с вами история. А история имеет право на все что угодно, даже торчать. Может быть, посоветуемся с вышестоящими? Точно! Давайте посоветуемся! Сергей Борисович, нам нужно с вами посоветоваться. Наталья Викторовна, с вышестоящими! Вышестоящие, как там у нас? Вышестоящие!
чудесное. Да вы не волнуйтесь, дети любого возраста смогут открыть дверцу в наше сердце. Так, все, записываем. Книга была найдена в день юбилея в коробке под дверью перевязана бантиком. Ее открыли, а она... Девочки, подождите, а давайте не под дверью, давайте найдем ее на чердаке. Ну так же интереснее, это же хорошая идея. А у нас есть чердак? У нас есть фантазия. А все, у кого есть фантазия, у того есть чердак. Наталья Ивановна! Наталья Ивановна! Я здесь. Наталья Ивановна, но вы же у нас все можете. Да, я все могу. Наталья Ивановна, а достаньте-ка нам ключи от чердака. Никуда это не... Наталья Ивановна, давай, Наталья Ивановна, старайся. Наталья Ивановна. То, что вам нужно. Ну вот видите, ну я же говорила, у нас, Наталья Ивановна, все можно, даже ключи от чердака есть. Наталья Ивановна, ну вы ж молодец! Я молодец. А как же, простите, дети попадут у нас на чердак? Его же нет в плане занятий. Да не волнуйтесь вы, эти совсем справятся. Нужно только чуточку приоткрыть дверцу на чердаке, а дальше дети сами справятся. А вы публике чердака развесьте, вот они и подтянутся. Проверено. Очень хорошо придумано, Наталья Ивановна, просто замечательно. Итак... Кажется, на чердак. А у нас что, есть чердак? Получается, что есть. Ой, смотрите, сколько костюмов сюда натащили. Вон они на креслах лежат. Ой, сидят. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Ой, а костюмы-то какие хорошие. Ну-ка, подвинься. Ого, надо Елене Сергеевне сказать. А
она точно найдет им применение. Дайте посмотреть. Кажется, на нас оттуда кто-то смотрит. Ну-ка, тоже дай посмотрю. Так. Опачки! Коробка какая-то интересная. Давайте откроем. Ну что, ребят, поехали. Да! С бантиком! Подарок, наверное, чей-то. Ну что, давайте скорее открывать. Это твой подарок, что ли? Ну чего ты? Она, наверное, лет 50 и стоит. Про нее уже все забыли. Давайте открываем. Ну что там? Книга какая-то странная. Книга какая-то странная. Книга была найдена в коробке под дверью, перевязанная бантиком. Так, подожди. Где ты это читаешь? Здесь же ничего нет. Здесь же ничего нет. Ну только что здесь были буквы, а теперь пусто. Пусто. Ну как это пусто? Тут же написано. Коробки под дверью, перевязанная бантиком. Ну, погодите, только что тут ничего не было. А теперь буквы, то есть мы ее открыли, а она... Заговорила? Заговорила. Вау! Вы видели? Книга пишется прямо сейчас! Мы ее пишем! Да ладно! Так, ребят, давайте сделаем вид лучше, что мы вовсе не находили этой коробки. Как будто здесь нас вообще не Ну было. как это не было? Если я вижу, как вы конфетные фантики по кармашкам рассовали, как ручки в кучку сложили, как в физкульт привет прокричали, как ночь в театре устроили, как формулу успеха вычисляли. Ну нифига себе! Книга про нас все знает! Про наши кружки, занятия, секретики педагогов! Ребят, это правда! Книга про нас все знает! Вот, смотрите, фантик из волшебной конфеты. Видели? Специально в кармане ношу. Сильно помогает. Волшебных конфет не бывает! Откуда они берутся? Да они просто превращаются из неволшебных конфет в волшебные. Как это? Ну, например, для начала мы дарим своему педагогу неволшебные конфеты. Она превращает их в волшебные, а потом Под видом хореографии всех делает прививку веры в чудеса. Использует эти волшебные конфеты в качестве вакцины, после чего у всех все получается. И даже маленькие карапузы становятся невероятными красавцами. Не верите? Сами смотрите! Так, пошлите посмотрим скорее, давайте. Ах, какие же мы сладкие! Ах, какие же мы вкусные! Ах, какие мы любимые! Ах, какие мы красивые! Мы ваши детки, детки, детки! Детки, детки, конфетки! Детки, детки, вкусняшки! Машки,
выйдемся вы на улицу, а говорите речи да пословицы. Ух, люли, говорите речи да пословицы про своих мужей хороших. Я думал, это коды тренировок, а не волшебство. А конфеты самые обыкновенные. Обыкновенными конфетами педагог по хореографии не стал бы угощать танцоров. От этого фигура портится. Поэтому конфеты волшебные. Логично? Логично! Только я не поняла, а откуда книга знает про наши ручки в кучку и физкульт-привет? А, собственно говоря, что это такое? А, ну это когда мы на плавание собираемся. Нет, подожди. Пусть лучше книга нам об этом расскажет. Секретная техника ручки в кучку 100-кратно увеличивает энергию, умножая ее на количество участников, чтобы каждому хватило силы для рывка и простора для размаха. Осталось только крикнуть «Физкульт-привет» и готово! Физкульт-привет! Готово! Так вот, оказывается, чему здесь учат. Продолжаем нашу экскурсию. Вы только что познакомились с секцией плавания. И стоит добавить, что все это превращается в стабильно высокие и оздоровительные достижения. Аплодисменты! Идем дальше, не отстаем. Перемещаемся в кружок мягкой игрушки. Здесь ребята развивают мелкую моторику, учатся прикладным навыкам шитья и создают поделки, которые по видам шитья игрушек учатся оживлять неживое и создавать новое. Откуда звук? Так, ладно, идем дальше, не отстаем. Перемещаемся в секцию мотокартинга. Здесь прививают технические навыки, учат разбирать и собирать. А это в наш век гаджетов, знаете ли, не каждый мальчишка умеет. Здесь учат любви к свободе и ответственности. Каждый поворот руля – это выбор, от которого зависит многое. Кто это говорит параллельно со мной? Так, ладно, идем дальше. Гимнастика. Наша гордость. Стоит обратить внимание, в каких прекрасных условиях занимаются дети. И стоит добавить, что гимнастика – это олимпийский вид спорта. Мы надеемся. Здесь постигают любовь к самодисциплине и уважение к сопернику. Ну а юные шахматисты? Юные шахматисты влюбляются в логику и
Объединение «Птичий переулок», «Песочница» и «Вырастайка». Это обучение детским грамотам и наукам. А я считаю, что это прививка против страха ошибаться и умение размышлять, говорить, аргументировать и спорить. Школа игры на барабанах потому помогает овладеть правильным ритмом и снимает напряжение. Я бы сказала, что это красивая музыка и уверенность в себе. Смешивать краски, видеть красоту, рисовать в разных техниках. Всему этому учатся юные художники дворца. Здесь влюбляются в красоту мира. Каждый мазок кисти – это признание в любви окружающему нас чуду. Это экологический клуб Эйнегей. Это чукотские песни, танцы, выходы на рыбалку, ярары и древние легенды. Это любовь к традициям и к родному краю. Военно-патриотический клуб Т-34. Это не только бравая команда мальчишек и девчонок, дружно марширующих и запевающих песню. Это любовь к своей стране, любовь к нашей родине. Потрясающе! Ну а мы продолжаем нашу экскурсию под ваши бурные аплодисменты. Сегодня весело и скажу вам я, хорошо живется, если есть друзья. А с друзьями долгий, веселый рыбачок, мы горы одолеем, моря переплывем, вместе все по плечу, и сбываются мечты. Если есть рядом друг, все на свете можешь ты. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзья по белу свету. Те, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Дружба крепкая не сломается, не развеется от дождей дню. Друг тебе не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг. Друг тебе не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг. На свете нельзя быть совсем одному, ни мне, ни тебе, никому, никому. Ведь столько вокруг настоящих друзей, хороших друзей, надежных друзей. Ведь столько на свете веселых людей, веселых людей, веселых людей. Спортсмены, художники и режиссеры, ловцы, футболисты, певцы и танцоры, еще шахматисты, швеи и боксеры, лингвисты, басисты, все педагоги. Мы похож на цветной лук, если рядом с тобой друг. Друга взять не забудь, путь, дружбе верить всегда путь. Песня не зря собираем друзей, друг, друг, друг. Сделай бурый денек не веселей, друг, друг, друг. Мир похож на цветной лук, если рядом с тобой друг. Друга взять не забудь, путь, дружбе верить всегда путь. Ребята, книжка записывает не точно. Она записывает не то, что происходит, а так, как есть на самом деле. Книжка волшебничает. Сами вы волшебничаете. Волшебничает тот, кто книгу пишет, а книга просто открывает дверцы в сердце.
юбилея дворца ровно год назад некоторые педагоги заявили о том, что им известна формула успеха. Какие такие некоторые педагоги? Можно поточнее? Такие вот педагоги. Ольга Анатольевна Хмелева, Мария пообещал денежное вознаграждение тому, чья формула окажется максимально эффективной. Котики, денежный дал, честное слово. И с этого момента в ход пошли запрещенные приемчики. Были даже подкупы едой. Сговор с родителями. И просто-напросто шантаж, следящий за проектом публики. Все это время пятерка от вас пришла. Плечом к плечу. Ноздря в ноздрю. Страсти накалились до максимального предела, когда они дошли до финиша. Где их ожидало последнее испытание? Творческий баттл! Для тех, кто знает формулу успеха! Ой, сейчас биться будут не на жизнь, а на смерть. Ой, как интересненько. Давай, читай. А что там дальше? А дальше раунд первый! Объявляй! Объявляю! Раунд первый! Словесный! Итак, бесстрашные, отважные и дерзкие педагоги дворца. Надеемся, вам известна фраза «слово лечь». Так вот, предлагаем в этом раунде полечить друг друга словом. Так сказать, сделать словесные примочки. А каким словом лечить, простите? Ну, разумеется, словом «любовь». Лечите на каждую букву. Кто первый? Кто первый? Кто первый? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я вылечу тебя. А я тогда тебя. А я буду лечить вас всех. А я вот их тогда буду лечить. А я вылечу вас всех. Я буду лечить тебя едой. Лазанья. Юбилейный торт. Ого! Бургер. Да. Оливье. Корми меня полностью. Вареники. Точно. А я тогда тебя буду лечить как самурай цветами. Ландыши, юкашота, бегония, орхидея и василочки тебе подарю. А я буду вас лечить комплиментами, лучезарно сияющие, яряще крутящиеся, блистательно обучающие, облачно-пушистые, всезнающие, практикующие, мягко воспитывающие. А я буду лечить вас, мои вы любознательные, юные дарования, мягенькие пирожочки. А я вылечу вас всех, мои вы лучшие, юморные, бодрые, мягкие. Отличные словесные примочки! Полечили и вылечили! Полечили, полечили, полечили. И вы переходите на второй уровень! Раунд второй! Методический! С точки зрения нейробиологии, любовь – это продукт деятельности головного мозга, образовавшийся в ходе эволюции. Вопрос, как эту самую любовь вы проявляете в контексте вашей педагогики с целью проявления и усиления наших личных детских возможностей? Ребят, коллеги, вы что, действительно писали методички на эту тему? Мы же уже все делали. Мы все пробовали. Как это вообще возможно? Да никак невозможно. Нарушая все правила педагогики, мы проявляем любовь не методически. Вот я, например, свои наклейки клею, на батутах прыгаю. А я со своими по ночами не методически чай пью с пиццей. А я со своими не методически на ушах стою. А я вообще дробью зарядил. Снежные скульптуры, квесты, письма, футбик, рукоделие, еда. А
А мы не методически залипаем на Врубеля и Пикассо. Ого себе, как они не методически подкованы. Ого, тянут на 3-й уровень. И вы переходите на 3-й уровень. Получилось! Раунд 3. Волшебный! Итак, в этом раунде мы предлагаем вам сделать то, чего вы никогда не делали. Да нет такого. Мы же специалисты наивысшей категории. Мы же все делали уже. Да, у меня опыт во все дело, не знаете какой? Ага, Кашеньки. Хорошо, давайте на пальцах. Вот двойки уже никогда не получали. Получали. А кашу противную с комочками холодную ели? Ели. И без шапки в холодную погоду, что ли, гуляли? Гуляли. Ну, а секретик лучшего друга вы никогда не разбалтывали. Ну, было. А работу прогуливали? Работу никогда. Потому что на работе вы, а вы самое наше любимое на свете. Ну вот. Вы справились! А это значит, вы в финале! И мы переходим к заключительному этапу! Получилось, получилось, получилось. Наградительному! Итак, у нас последний этап большого годового конкурса «Формула успеха». Я хочу сказать, что ровно год назад мы затеяли эту игру для того, чтобы жизнь во дворце стала ярче, интереснее, насыщеннее. Мы, на самом деле, не знали, как это будет. Мы только... Нам самим было интересно, как это ломать собственные границы, как это заходить в то пространство, в котором мы никогда не были. Было немножко страшно, было непонятно, но вот эти очаровательные котики весь год творили, дерзали, делали много чего интересного. У нас появились новые проекты, у нас открылись лектории для взрослых, мастер-классы для взрослых и детей. В общем, огромное количество всякого интересного. И вот сегодня я хочу сказать, что выбирать из этих аксакалов лучшего, ну, очень сложно. Я бы сказала, что даже невозможно. Книжечка, любимая, сделай так, чтобы они все победили. Вы знаете, а у нас-то победили все! Но на самом деле мы во дворце не очень любим грамоты. Поэтому сегодня нашим педагогам мы будем вручать не грамоты. Итак, почетная неграмота вручается эксперту в области притока дофамина с помощью прекрасного, доброго и вечного Марии Гудовой, которая пробудила где-то города Анадыря любовь к заливательному искусству. Мария. Также конвертик и 45 тысяч рублей. Наши подарки, Мария, не ходите. Конечно же, цветы. Почетная неграмота вручается. Почетная неграмота вручается Татьяне Дворцовой, мастеру полезных привычек и правильной осанки, которая переформатировала сознание мам, пап и их наследников в вопросе ценности их здоровья. Почетная неграмота. Наша маленькая премия. Ну, не просто так, и, конечно же, цветы от цветы есть. Почетная неграмота вручается Ольге Хмелевой, гуру прыгучести и могучести, жгучести и везучести. Она накачала мышечную массу нашим малышарикам. За это ей большое спасибо. Неграмота. Ваше вознаграждение и, конечно же, букеты. И пакеты, конечно же. Почетная неграмота вручается Широкому Станиславу Викторовичу за создание формулы успеха, виртуоза крутейших коллабораций и умопомрачительных движух в нашем дворце, пробудившего мир спортивных авантюр и арт-провокаций. Пожалуйста, Станислав, не уходите, я знаю, ждали это. И почетная неграмота за открытие формулы успеха вручается главному художнику дворца Кристине Простакишиной, влюбившей в искусство взрослую аудиторию города. Кристина Андреевна. Денежная премия, следующий день. Наши подарки, наши букеты.
Аплодируйте, восхищайтесь, потому что это люди, которые в надежных руках держат ваших детей. Спасибо вам большое. Можно, пожалуйста, минуточку? Мы хотели бы от лица всех 5 самураев, как вы нас призвали, очень душевно отблагодарить вас. Мы можем отблагодарить словом и вот этим вот скромненьким букетиком лично. Спасибо огромное. Я вас поздравляю. Спасибо, спасибо огромное. Вычислить путь звезды и развести сады, и укротить тайфун. Все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Даром преподаватель, время со мною тратили, даром со мною учился самый искусный маг. Да-да-да, умный преподаватель, слушал я невнимательно все, что не задавали мне, делал я кое-как. Сделать хотел грозу, а получил козу, розовую козу, желтую полосой. Вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Даром преподаватель, время со мною тратили, даром со мною учился самый искусный маг. Да-да-да, умный преподаватель, слушал я невнимательно все, что не задавали мне, делал я кое-как. Сделать хотел утюг, слон получился вдруг, крылья как у пчелы, вместо ушей цветы. Ночью мне снится сон, плачут коза и слон, плачут и говорят, что с нами сделал ты, что с нами сделал ты. Даром преподаватель, время со мною тратили, даром со мною учился самый искусный маг. Да-да-да, умный преподаватель, слушал я невнимательно все, что не задавали мне, сделал я кое-как. Ребята, а вы заметили, какое слово в нашей книжке встречается чаще всего? Какое? Какое? Любовь. Эта книжка про любовь. Поняли? А нам, детям, книжки про любовь еще рано читать, так взрослые говорят. Да не волнуйтесь вы, дети любого возраста смогут открыть дверцу в сердце. Слышали? Дети любого возраста. Так что присоединяйтесь к нам. Да-да, все присоединяйтесь к нам, чтобы у всех дверца в сердце открылась! Да, пишите книгу вместе с нами. Смотри, за твоим небом только глаз не отводи. Лишь там, где птицы по бескрайнему пути, только веришь, что ты все еще не ждешь, а душа моя тихонечко поет пьем-пьем. Можно искать и дождаться, можно простить и остаться, если любовь в сердце твоем.
Посмотри, со мной вместе на небесную лазурь. Видишь, там летают птицы, не боясь снегов и вьюг. Только ведаешь ты все, чего-то ждешь, а душа моя тихонечко поет, пьет. Можно искать и дождаться, можно простить и остаться, если любовь в сердце твоем. Можно устать от потерь, но нежность моя, ты поверь, сильней во 100 крат, и нет для любви. А душа моя тихонечко поет, пьет. Можно искать и дождаться, можно простить и остаться, если любовь в сердце твоем. Можно устать от потерь, но нежность моя, ты поверь, сильней во 100 крат, и не для любви. Можно искать и дождаться, можно простить и остаться, если любовь в сердце твоем. Можно устать от потерь, но нежность моя, ты поверь, сильней во 100 крат, и не для любви. Видали, как это работает? Это ж мы теперь все, что угодно можем в книжку написать, и оно появится. Ну, есть у кого-нибудь пожелания, мечты в конце концов? Куча! Ну тогда начинаем желать. Кто первый? Ксюш, а ты чего, против, что ли? Нет, Ну а чего тогда? Поднимай руку. я боюсь. Чего? А вдруг у меня ничего не получится? А вдруг я не талантливая? А вдруг книжка сгорит, порвется или закончится? Не бойся, да. У нас же всегда есть помощники и друзья. Ну, есть же у нас помощники и друзья. Давайте, вот сколько у нас помощников и друзей. Я же что говорил. Ой, так мы же их всех знаем! Ого себе, кого я вижу? Кого? Кого? Это же мэр. Да ладно! Не веришь? Сама спроси. А вы правда, мэр? Очень приятно, мэр. Тогда пойдемте с нами на сцену, вы же хотите нам что-то сказать? Дорогие друзья, с удовольствием поздравляю коллектив нашего дворца, воспитанников и всех причастных, всех собравшихся, и всех, кто помогал всегда на протяжении всех этих лет нашему дворцу с 50-летним юбилеем. Мы сегодня с вами убедились полностью в рамках сегодняшнего концерта о том, что у нас дворец, несмотря на солидный возраст, молодой, задорный, веселый, оптимистичный, позитивный, спортивный и даже немножко гоночный. Поэтому с удовольствием поздравляю с юбилеем. Дарю от лица администрации, от лица жителей небольшой финансовый сертификат, в меру возможностей. Ну, я думаю, что Татьяна Львовна вместе со своим коллективом найдет достойное применение этому сертификату и купит что-нибудь хорошее для нашего дворца и для его воспитания. Красивый. Вот это цветы.
На самом деле, мы давно хотели приобрести в наш мотоклуб новые картинги, и я думаю, что весь коллектив нашего дворца поддержит, если мы этот сертификат используем. Огромное спасибо, огромное. Мы не отпускаем своих гостей без подарка. Сергей Ильич. Является благодарность коллективу муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь, далее сокращенно будет ДДТ, за добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в культурной жизни города, высокие достижения в самодеятельном творчестве и в связи с 50-летним юбилеем со дня образования. Объявляется благодарность Семенюте Сергею Геннадьевичу за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в качественное выполнение должностных обязанностей, а также в связи с празднованием 50-летнего юбилея. За все те же качества, которые были сейчас озвучены, награждается почетной грамотой Горбунов Михаил Алексеевич. Награждается Кушнир Александра Сергеевича. Спасибо, спасибо большое. А эти слова книжка все записала? Давайте посмотрим. Все до одного. Смотрите, тут картинка новая появилась. Отремонтированное здание нашего мотоклуба. Наверное, ремонт сделаю. Откуда книжка узнала про ремонт? Сергей Борисович ничего про это не говорил. Он подумал. Просто постеснялся сказать. Спасибо! Вот видишь, сколько у нас помощников и друзей. Больше не бойся, здесь люди добрые живут. Продолжая нашу экскурсию, мы должны сказать, что абсолютно вы правы. Здесь люди добрые живут. А добрые люди притягивают к себе не менее добрых людей, которые вдруг раз и становятся нашими друзьями, единомышленниками, соратниками, соавторами и совершенно невероятными, чудесными помощниками, благодаря которым мы реализуем самые смелые идеи, самые смелые мечты. И сегодня мы будем их благодарить. Гаяна Прыткова, сладкий спонсор наших бесчисленных мероприятий. Сбербанк, Центральный банк, компьютерный клуб Кендрагон, бескорыстные патроны спортивной секции по плаванию. Энергогарант, Чукотснаб, фонд поддержки молодежи в лице Владимира Беленкевича, Алексей Ушанов, поддержка волейбольной команды Дворца. Региональная общественная организация «Родное слово», Виктория Викторовна Кабули, хранители национальных традиций, поддержка объединения НК. Александр Яковлевич Корнев, большущий клуб патриотического клуба Т-34. Ну и, конечно же, наши творческие друзья, Школа искусств, Дом народного творчества, Музейный центр наследия Чукотки и публичная библиотека. А также управление социальной политики в лице Ильи Александровны Лебедевой и Натальи Владимировны Коломынцевой. Идите камеры, Владимир. Пожалуйста, просим всех, ребят, мы хотим, чтобы все вас видели и всем вам аплодировали. Да, спасибо вам огромное. Без вашей помощи просто никуда. Дорогие мои, я вас очень люблю. Я очень частый посетитель этого дворца. Я хочу сказать, что
таким креативным, как он стал за последние годы, он не был никогда. Ну и мы знаем, кому сказать спасибо. Потому что на самом деле вот сейчас на улице холодно, а здесь очень жарко. Нас согрели, спасибо. Да, подождите. Вот тут то идею вы мне подали. Значит, вот эту коробочку, так как мы сладкие спонсоры, надо открыть. И через руки Татьяны Владимировны, Львовны, то, что там простое, станет волшебным и раздать детям. А это наш маленький вклад в ваш праздник. Не такой, как эта администрация. Валера, даже стремиться. Подождите, будем стремиться. Поскольку вам пока 50 лет, значит 50 и получайте. Ребятки, просто огромное спасибо всем нашим помощникам. Мы не планировали никому давать слово, но у нас это очередь, мы никому не отказываем сегодня. Спасибо большое за приглашение. Очень рада увидеть такой вообще взбудораживающий концерт и дает бодрость всем нам. И вы дарите действительно молодость всем нам, здесь сидящим, вашими поздравлениями, выступлениями и добрым настроением. И в контексте вот книги, я не знала, что у вас такой сценарий, я привезла, естественно, от нашей организации Сысетки Медьков, родное слово, волшебную книгу. Почему она тоже волшебная? Если ее открыть, то здесь вы увидите QR-коды. QR-коды, где можно приложением с телефона поднести, открыть, и вы услышите речь на чукотском языке автора этой книги Веры Алексеевны Грачевой. Вот здесь ее фотография есть. И 10 комплектов я дарю, естественно, Галине Ивановне, ее клуб, чтобы они родителями изучали, слышали чукотскую речь настоящую и изучали традиции, культуру и, в общем, все, что связано с чукотским народом. Спасибо. Теперь у нас две волшебные книги. Наша история и книга, ну все хотят. Алексей. Да, Татьяна Львовна и весь коллектив ДДТ поздравляю с таким замечательным юбилеем. Спасибо, что принимаете нас в своем спортивном зале. Постоянно приходим, шумим, знаем, что очень сильно шумим. Да. Но спасибо. Еще раз днем рождения. От регионального отделения Сбербанка мы от всей души поздравляем вас и всех жителей города Анадырь с первым 50-летием, первые 50 лет вашему прекрасному учреждению. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете жизнь нашу и наших детей лучше, насыщеннее и интереснее. Спасибо вам большое. Сладкий подарок, который вы получили. Надеюсь, что ваш сегодняшний день будет еще немного слаще. Спасибо огромное. У нас огромный торт от Сбербанка. Я думаю, что мы все насладимся после нашего торжественного мероприятия. Пусть к вам притягивается все самое лучшее. И, кстати, эти лучшие сегодня тоже пришли не с пустыми руками. В руках у них творческий подарок. Давайте скорее им аплодировать. На сцене детская школа искусств, ансамбль духовых инструментов «Импульс».
Встречайте, наши большие друзья, Дом народного творчества! Что-то у нас с музыкой. Александр, что у нас с музыкой? Скажите. Мы можем под аплодисменты, да? Еще разок.
хорошем настроении продолжаем нашу экскурсию. И вот сейчас наше самое любимое на свете. Родители! Совершенно неизвестно, как бы мы жили без вас, наши мамы и папы, все эти 50 лет. Кто бы нам приносил все эти цветы жизни? И кто бы так искренне радовался этим самым цветам жизни, их успехам? Кто бы заполнял наш дворец огромным количеством добра и доброты, от которого фонари можно на улицах зажигать и вообще все наше здание отапливать. Иногда мы думаем, что вы совершенно сумасшедшие люди, и вы просто сошли с ума. Да потому что нормальный человек не будет тратить все свое свободное время на наши декорации, наши костюмы, мастер-классы, на то, что нужно что-то пилить, что-то строгать, что-то шить, мастерить, бежать, доставать и еще много-много всего другого. Ваша любовь, внимание и щедрость, они как ключик к нашему сердцу. И это бесценно. Встречайте, сумасшедшие родители, которые вместе со своими детьми пишут историю нашего Дворца детского творчества. Мария, Роман, Пономаренко! Марина Шишигина! Яна Бедаева! Елена Коваленко! Екатерина Стащук! Татьяна Курочкина! Анна Берсенева! Ирина Оплетина! Дина Добровольская! Людмила Штанова! Дорогие родители, займите центральную позицию, пожалуйста. Сюда, не стесняйтесь. Итак, вы награждаетесь нашими волшебными подарками. Мы благодарны вам за ваш труд, за то время, которое вы тратите во Дворце детского творчества. Низкий вам поклон от нас. Наши подарки семьи Пономаренко, которая во дворце проводит огромное количество времени, которая делает огромное количество вещей. Вот наша инсталляция сегодня «Сердце во дворце» — это все Маша с Ромой. Декорации по всем спектаклям — это Маша с Ромой. Кукольный театр, ширмы, игрушки — это Маша с Ромой. И семьи Пономаренко наш дворец детского творчества дарит сертификат в бассейн на всю семью с декабря по май месяц. Аплодируйте этим героям. Спасибо вам большое. Продолжаем нашу программу. Ребята, скорее сюда! С книжкой что-то происходит, она меняется. Смотрите, только что здесь была наша с вами история, а теперь просто старая страничка. Ну как тут обрывок газеты и дата какая-то 24 августа 1974 года у берегов Кении в Индийском океане был запущен на орбиту космический телескоп. А на Чукотке в это же время произошло одно удивительное событие. А дальше? Читай дальше, что тут произошло? Не могу прочитать, газета оторвана. Эх, так и не узнаем. Это же 50 лет назад было. Это уже целая история. Вдумайтесь, история. Спокойно, не опускаем руки. Это же наша история. Надо позвать тех, кто все знает и все помнит. Ирина Ивановна Романова, первая пионерка дворца. Ирина Ивановна, тут дело есть. Какое событие произошло 24 августа 1974 года? Оказывается, здесь, вот на площади перед дворцом, собрался весь город. Народу было много. А еще приехали гости из Москвы, из Латвии, со всей страны. Посланцы тех пионеров, которые собирали металлолом, собирали макулатуру для того, чтобы построить этот замечательный дворец. И потом, да, после торжественной линейки мы очень ждали этого момента, потому что очень хотелось посмотреть, что же там внутри, во дворце, но не было ключа. Но оказывается, в Кремлевском дворце буквально перед день за этим ребята, посланцы с нашей Чукотки, Саша Тевлявия и Люба Кабетваль-Задорина получили, как вы думаете, что? Да, они получили ключ от этого замечательного дворца. И с помощью этого ключа мы могли, первые пионеры, сюда зайти. И я записалась сразу 4 кружка.
все самое-самое наилучшее. И большое вам спасибо. И вот с таким пионерским задором я смотрела сегодня на вас, очень радовалась, потому что я тоже ходила в театральный кружок у Ольги Новомировны-Лужковец. И я думаю, что именно на всю жизнь, именно дворец показал мне формулу успеха, которую показывают вам сейчас педагоги. И у нас были такие же замечательные педагоги, учителя, как и у вас. Спасибо вам. Как вы думаете, если бы мы не вмешались со своей книгой, какой был бы праздник? Наши педагоги, наверное, бы какой-нибудь сценарий писали, а вдруг мы все испортили. Давайте в книжке посмотрим. Давайте. Ну что тут написано? Давайте. Так, сейчас. Хотите послушать, как бьется сердце нашего дворца? Сердце нашего большого и доброго дома. Тук, тук, тук. Что это за звук? Что это за стук? Это стучит молоточком Андрей Сергеевич, наш главный инженер. И рабочие Миша и Женя. Они починили ступень, которая поломалась, чтобы никто не ушибся. Потому что любят нас. А это Мариша, королева чистоты, плывет по коридорам и грозно смотрит на микробов, а микробы падают к ее ногам, потому что любит Маришу. Слышите? Кажется, хрустят денежные купюры. Это Галина Анатольевна и Сашенька закрывают коммуналку так, чтобы и тепло было, и сдача осталась. Потому что на сдачу можно еще что-то полезное сделать для того, кого любишь. Для нас. Каблучки застучали. Это Наталья Ивановна за сушками побежала, потому что знает, что мы их любим. А Наталья Ивановна любит нас. А это стучит в бубен Галина Ивановна и вот-вот запоет душевную чукотскую песню, потому что она любит свой край и хочет, чтобы мы все любили его так же, как и она. Это Людмила Юрьевна ставит штамп на заявлениях от родителей о зачислении в кружки и секции, потому что любит дворец, наполненный нами. Дрын-дын! Ого, с какой скоростью бьется сердце! Это Сергей Геннадьевич клапаны прочистил и моторчик завел, чтобы быстренько привезти все то, что мы любим. За это мы любим Сергея Геннадьевича. А это Кристина Андреевна грунтует и разукрашивает страницы истории. И история тут же вписывает ее в огромную главу, потому что история любит все яркое. Свистят в свисток Ольга Анатольевна, Юрий Георгиевич, Станислав Викторович, Роман Валерьевич. Потому что любят свистеть, потому что любят, чтобы мы побеждали. Татьяна Николаевна затягивает нас макушкой в потолок, потому что хочет, чтобы мы полюбили хорошие привычки. И мы полюбили. А вот Валентина Александровна. Сейчас она посадит кого-нибудь на шпагат, потому что очень уж она любит шпагат. А нас хлебом не корми, только и дай посидеть на этом шпагате. Надежда Александровна превращает неволшебные конфеты в волшебные, потому что с волшебными мы лучше танцуем. А она любит, когда мы лучше. Вера Васильевна строчит сообщение в наш чатик. Она спешит сообщить нам что-то очень важное и ставит подпись «Вера Васильевна». И мы считаем это очень милым, потому что любим ее. Как же светится наше сердце! Оно так светится потому, что его с любовью зажигает наш звукосвет-режиссер Александр Анафьевич. Да-да-да-да-да-да! Это Елена Сергеевна строчит на машинке костюмы для наших представлений, потому что мы любим быть неподражаемыми. А Елена Сергеевна любит то, что любим мы. Мария Михайловна и Галина Геннадьевна щебечут так сердце с маленькими птенчиками. И у птенчика вырастают большие крылья. А большие крылья могут вырасти, только если тебя сильно любят. Олег Николаевич крутит педали велосипеда, потому что спешит на занятия, которые мы каждый раз ждем с нетерпением, потому что любим Олега Николаевича. А вот Владимир Юрьевич, он с любовью заправил картинги оливковым маслом первой категории. И теперь мы гоним на них со скоростью света. Наталья Викторовна наизусть знает все номера наших снус, потому что любит порядок навигаторов. А навигаторы любят, что у нас там ого-го сколько детей, влюбленных во дворец.
дворец. Ого, как быстро застучало сердечко. Давление поднялось, что ли? Да не, это не давление. Это Кермин Дмитриевна весело играет на барабанах, выстукивая слово «любовь». Тук-тук. И легко побежал в бассейн, чтобы с любовью плеснуть в него хлоритекс. Ой, а кто это доносами занимается на наших любименьких педагогов? А это Светлана Викторовна. Пишет на них стопками представления на наивысшую категорию, потому что любит все самое лучшее, а наши педагоги лучшие. А это Мария Анатольевна, которая делает жизнь во дворце залипательной. Заляпала нам весь мозг этими художниками. И теперь мы безумно влюблены в искусство, потому что Мария Анатольевна безумно влюблена в нас. Ой, мурашки побежали. Это не мурашки, это Татьяна Львовна своей любовью сердечко щекочет. Красиво и красиво стичка. Мы хотим песню петь, Александр. Если эту книгу почитать, то будут как в сказке прям живем. Жалко, что сказка всегда заканчивается. Сказки пишутся для чего? А чтобы исполниться, вот для чего. Приключения и герой не сложатся сами собой. Значит, нужно слова искать и самые важные выбирать. Какую сказку сможешь ты сочинить, такой и будешь жить. Вот тебе секрет простой, надежный. Знай, сказка сложится сама, если ты найдешь слова. Они всегда в сердце тихо шепчут и ждут. Слышишь это сердце стук, и не заметишь ты, как вдруг оно тебе подскажет сказку, волшебный путь. В сердце ты секрет простой найдешь нельзя. Вдруг из миллиона слов ты выберешь одно любовь, а слово это может миг страничку перевернуть. Сказка сложится сама, не сложно в сердце взять слова и вместе отправиться в этот прекрасный путь. А сказки в мире только любви, все сказки в мире только и это наш закон. Сказочный закон и сердце, он стучит, стучит и с миром говорит, а мир всегда по-доброму ответит. Море слов, сердце выбирает любовь. Что сказка всегда заканчивается. Ты что? Сказка никогда не заканчивается. Посмотри, сколько в книжке еще пустых страничек. Сейчас передохнем и все заполним. Эти странички не пустые. Вы можете их, они могут сами заполниться, так природа устроена. А могут написаться нами. Вот какую сказку мы выберем, какую напишем, в такой будем жить. Так уж устроено. Спасибо всем большое, что были с нами!
фотографии. Все, кто хочет общей фотографии, вернитесь.